Этот роман писал не я, а сам народ. Тысячи ингушей рассказывали о тех или иных событиях моей эпохи, а я записывал. Так Идрис Базоркин рассказывает о самом ярком произведении в его творчестве – романе «Из тьмы веков». Книга – это не энциклопедия жизни ингушского народа. Она о становлении личности, о борьбе характеров, в условиях значительных исторических событий, о людях, создавших эту историю, не раз говорил автор. В течение всей жизни он мечтал написать одну большую книгу о своем народе. Он хотел о всех трагедиях, которые народ пережил, о всех правдах и неправдах. Так случилось, что он успел написать только первую книгу. Он написал только первую книгу. Написал он ее за 152 дня. «Из тьмы веков» – первая книга из трилогии. «Обитатели башен» и «Тайны замка Альгети» не вышли в свет из-за событий осени 92 года. Ко второй и третьей книгам уже были заготовки. Очерчены основные сюжетные линии, написаны характеристики и некоторые диалоги. Весь этот материал утерян. Дочь писателя Аза Базоркина с теплотой вспоминает, как по вечерам они всей семьей собирались за одним столом, чтобы послушать новые главы пишущегося романа. Утром, днем работал. Ночью мы садились вокруг него все, и он нам читал главу. Не главу или эпизод, или что-то такое, очень кусок из книги читал. А мы давали оценку, нравится нам или не нравится, что не нравится. Иногда ссорились, спорили в это время. Вот это была такая живая, очень живая работа. «Из тьмы веков» – это больше, чем роман. Это жизнь в прозе с ее каверзными поворотами, разлукой, семейными драмами на фоне исторических событий. В то же время автор передает всю стойкость, смелость, мудрость и веру народа в светлое будущее. На примере нескольких семей он смог передать характер всего народа. Мне пришлось быть участником или свидетелем многих событий нашей эпохи, беспокойной, трудной и романтической, и я должен всем этим поделиться с современниками и теми читателями, которые будут узнавать нас уже издалека. Калой, Зару, Хасан Хаджи, Наса, Гайтимир. Эти яркие персонажи навсегда запомнятся каждому, кто хоть раз прочитал «Из тьмы веков». Кстати, у самого Идриса Базоркина любимым героем был отец Калоя, Турс. История его жизни впечатлила многих читателей. Примечательно, что имя Турс в жизни самого Идриса Базоркина, как выяснилось, имело особенное значение. Ведь так зовут одного из его сыновей. Одно главное слово, которое может охарактеризовать вообще весь спектр ощущений и всего, что связано с этим, это ответственность. Задумывая эту книгу, зная, что это будет персонаж вот с таким характером и такой-то будет он роль играть, он ему, соответственно, и имя присвоил то, которое ему именно, видимо, больше всего нравилось. Идрис Базоркин жил народом, его уважали и любили, а после публикации романа «Эпопеи» писали и приходили высказать свое восхищение за этот труд. Выход поистине этого великого романа произвел тогда настоящий фурор. В тот уже далекий 1968 год. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Куда бы ты ни пришел, на свадьбу ли, на похороны, просто в гости, везде и всюду говорили только об этом романе. Даже на рынок, магазин, на учебу в институт, на работу. Всюду была вот одна и та же тема, а вы слышали, а вы знаете, вышел вот такой-то роман Идриса Базоркина. Книга Идриса Базоркина «Из тьмы веков» – это все равно, что для русского читателя «Война и мир» Толстого, Достоевского, Чехова и других классиков русской литературы. Идрис Базоркин, хотя и пишет книгу это на русском языке, но прежде всего это книга об ингушах. Когда я читала эту книгу, я брала очень много для себя, очень много важного. Я много узнала об истории ингушей, много узнала об их обычаях, об их традициях, много узнала об этнографии ингушей. Вот. Идрис Базоркин, он хотел написать продолжение. Было бы очень здорово, если бы у него получилось. Жаль, что вот так вот вышло, конечно, но
Роман очень мне нравится, я думаю, что всем нравится. Я не встречала человека, которому бы не понравился этот роман. По мотивам романа не раз ставили спектакли, причем постановки каждый раз собирают полные залы зрителей. Посмотреть на оживших героев своей любимой книги приходят люди самых разных возрастов. В честь книги даже установлен памятник в Назране. Недавно вышел и первый в Ингушетии мюзикл по мотивам известного романа. Амина Бокова, Новости 24.